Они могут делать фильмы, они могут рассказывать про свою историю. А как только чеченец начинает рассказывать свою историю, то все, ты националист. Это только нам можно. А кто вы такие, чтобы нам запрещать про нашу историю рассказывать? Понимаете? И вот тут начинается двойной огонь. Заходит на канал, где нет ни слова про другие нации плохого вообще, если только не хорошее. Плохого нету. И начинают говорить: вы тут про нас не сказали, вы такие националисты, вы сказочники и так далее. Ты делаешь ролик, где указываешь источники. Самое смешное, мне это смешно от этого. Источники русские. Ни одного чеченца не приводишь. Там все равно невежды, далекие от ума заходят и пишут такие комментарии. Чеченцы, очередные чеченские сказки. Я ему пишу: ну ты сейчас глупо выглядишь, посмотри, я же источники привел. Там нету ни одного чеченского имени, ни фамилии. Это русские источники, даже немецкие, там, я не знаю, и британские. Причем тут чеченцы? То есть ты понимаешь уже, им не важно, они даже не смотрят ролик по ходу, им не важно, лишь бы обвинить чеченцев, и тем более задевая всю нацию. Вот где проблема. Если вы говорите, что это чеченцы начали вас обвинять, так обвиняйте тех людей, которые вас обвинили. Причем тут вся нация. Ты сегодня заходишь не мужчина, заходишь, потому что мужчина никогда не будет оскорблять всю нацию. Тем более своих братьев мусульман. Заходишь и начинаешь писать гневные комментарии на всю нацию. Понимаешь? И ты сегодня после этого, я не знаю, как можешь спать после этого. То есть сегодня некоторые вот эти недомужчины живут за клавиатурой, понимаете? Они боятся выйти. Вот они пишут гневные комментарии, но как только ты скажешь: если ты мужчина, дай номер, все, я не дома, я когда приеду тебе скажу, зачем мне сейчас тебе давать номер и так далее. То есть не могут ответить за свои слова, а себя считают мужчинами. Субханаллах, я не знаю. Но я думаю, что они знают, что они не мужчины. Рассказываю про историю своего народа, про историю своих героев. В исламе разрешено. Любить свою родину в исламе разрешено. Джахили, невежды, которые заходят и пишут гневные комментарии, а потом приводят хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говоря: вы националисты, вы чеченцы такие националисты и так далее, субханаллах, они джахили, потому что они из-за ненависти к своим братьям, мусульманам, к соседам, чеченцам, неправильном понимании хадиса и обвиняют в национализме своих братьев. И если я сижу и говорю про свою родину, и говорю про своих героев, это не национализм. Посмотрите, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, любил Мекку, как он обращался к Мекке. Почитайте, как имам Аш-Шафи учил историю и как знал литературу. Почитайте ученого ислама, которые говорят про историю, про знание истории свою. И после этого, о каком взятии Иерусалима ты говоришь, о невежда, когда ты ненавидишь своего соседа, брата, мусульманина. И, субханаллах, человек, который оскорбляет целую нацию, валлахи, это человек, заслуживающий, по крайней мере, неуважения. Большого неуважения. И человек, который знает, что он оскорбляет всю нацию, если ему от себя не пахнет, к этому месту только один хадис пророка, саллаллаху алейхи, где он сказал, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если тебе не стыдно, то делай, что хочешь. Вот что я хочу этим людям сказать. Если вам не стыдно, то делайте, что хотите. Но знайте, что судный день, иншаллах, спрос будет.